Всем привет, с вами Максим Пилигрим, вы смотрите социальный шоу-проект «Битва блогеров». Прошел ровно месяц, и мы завершили первый этап, переходим ко второму. Кто выиграет квартиру? Какие страсти кипят между участниками и кто лидер? Обо всем этом подробнее дальше. Доброго времени суток всем. Меня зовут Сычева Злата. Здравствуйте, меня зовут Сардана Босикова. Меня зовут Саина. Я Михаил. Меня зовут Кристина Егорова. Меня зовут Александр. Здравствуйте, меня зовут Елена Мосова. Всем привет, меня зовут Мария Жиркова. Меня зовут Туяра Томская. Меня зовут Амбросева Наталья. Всем привет, меня зовут Руслан Ачиров. Меня зовут Гаврил. Всем привет, меня зовут Анастасия Тимонави. Всем привет, меня зовут Валя Борчахова. Мне 7 раз надо сказать слово «всплеск». Итак, начнем. Всплеск, 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 всплеск. Отвечать на вопросы в стихотворном порядке. Мне попался номер 5, и я должна трогать постоянно свои волосы. Мне попалось задание отвечать на вопросы, флиртуя. Мне попался номер 5, и я должна трогать постоянно свои волосы. Постоянно трогать волосы. Мне выпало задание говорить на камеру, фильтруя с вами. С проектом «Битва блогеров» я стала намного инициативнее и стала намного социально ответственнее. Но вообще в моей жизни теперь появилась масса новых идей на продолжение саморазвития. Что у меня поменялось? Так, наверное, все-таки я вышла из зоны комфорта. В принципе, наверное, ничего не поменялось. Единственное, что я вышла из тени. Проект в моей жизни прибавил много ярких красок. Во время проекта у меня, наверное, меньше стало свободного времени. И появились какие-то новые цели. В этой жизни есть развитие, и оно идет вперед. Я в ней тоже летаю далеко в будущее. В моей жизни, так если честно, ничего не поменялось. Я как был, я стал больше известным стал. Я стала довольно-таки общительным человеком. Я узнала очень много нового. Мне кажется, победитель в этой битве блогеров, в этом конкурсе, мне кажется, каждый, кто участвует. Мне кажется, Ачиров победит, потому что он дико старается. Креативно мыслящий человек. Я его до проекта знала только как исполнителя песен. И я вот сейчас знаю, что он довольно-таки креативно мыслящий, очень активный человек. Кто победит? Наверное, я. Кто победит? Наверное, я. Почему? Почему? Потому что я сделаю для этого все, что потребуется. Победит тот, кто захочет на самом деле это сделать. Есть достойные соперники, достойные участники, которые могут выиграть, и какие-то там, не знаю, мелкие факторы могут повлиять на результаты. Самый слабый участник? Слабые участники те, наверное, которых... Слабых участников нет, мне кажется, потому что все по-разному смотрят на мир, все по-разному подходят к заданиям. Мне кажется, я, да. Потому что я все делаю в последний момент и прокрастинирую. Вот. Тоже не могу сказать, кто-то конкретный слабый участник, потому что видно то, что кто-то силен в чем-то, а у кого-то что-то не получается. Например, у меня тоже некоторые вещи не получаются, и я над этим работаю, поэтому в конце уже мы посмотрим, кто самый слабый. Не то, я был. Какая атмосфера между участниками? В шуточной форме иногда проскальзывают, конечно, такие конкурентные настроения, но тем не менее, мне кажется, сейчас, по крайней мере на данный момент, на начало второго этапа, очень дружелюбное отношение. И всегда все встречают друг друга очень тепло,
все, никто не стесняется, все такие отзывчивые. Положительно все ходят, улыбаются, но пока немножко мне непонятно, это сквозь зубы улыбка, либо это действительно улыбка. Между участниками атмосфера очень замечательно, хорошая, как сказать. Ну, я очень благодарна проекту, потому что каждый день он очень насыщенный, интересный. Мне очень нравится выполнять интересные задания, знакомиться с новыми людьми, особенно. Ну, новых друзей я не завела. Скорее всего, те участники, которые были со мной до этого знакомы, я продолжаю с ними общаться. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я по жизни вообще такой необщительный человек. По жизни у меня есть только единственный друг. В первом этапе у нас было разделение на команды, и мы достаточно хорошо подружились вот именно в той команде, в которой мы выполняли одно из заданий. Да, я подружился с участниками. Это Соколова Екатерина, девушка была, замечательная девушка. Но именно я выиграть квартиру, я не знаю, ну, я не думаю, что я выиграю квартиру, но я как-то смотрю его адекватно и не знаю, ну как проголосуют, как пойдет, как я себя покажу, как я буду справляться, все это проявится. Я надеюсь, что я дойду до финала, я очень хочу попасть, я буду стараться. Ну, на самом деле, я абсолютно не верю, что я могу выиграть, потому что, ну, я, как я сказала, очень необщительный человек, и было бы очень сложно необщительному человеку что-то выиграть, потому что один в поле не воин. А я так думаю. Вообще, изначально я решила принять участие, потому что я была за идею. Ну, квартира — это большой стимул, конечно, но почему я должна? Может, потому что у меня нет квартиры своей. Ну, мне нужна квартира. Я не считаю, что я должна выиграть квартиру, но мне нравится конкуренция, мне нравится работать над собой. Ну, потому что, во-первых, у меня ее нет. Во-вторых, не могу сказать, что я самая лучшая, но я все-таки думаю, наверное, что она будет моей. Я должен выиграть главный приз, потому что я его достоин. Так, думаю, должен ответить каждый участник. Если говорить честно, то потому что я хочу жить со своей семьей отдельно от своих родителей. Честно, моя цель не выиграть квартиру, а раскрыть тему, связанную именно с застройкой, с недвижимостью, потому что я специалист в этом деле. Квартиру я думаю, что должен выиграть, потому что цель моей акции социально направленная именно для помощи людям, нуждающимся в этом. Конкретно для диализных пациентов города Якутска. Ну, конечно, я хочу выиграть квартиру. Да, я хочу, но я не люблю тебя хвалить, такой хороший. Да, но я выиграю квартиру, обязательно выиграю. Как я выиграю, я ее продам. Даже когда буду продавать, я буду делать доброе дело. Продавать буду очень дешево, чтобы людей не заводить в кабалу. Дешево. То, что прошло легко, должно уйти легко. В проекте мне нравится то, что можно реализовать свои идеи. Что можно реализовать свои идеи. Почему мне нравится проект? Я уже сказала, что это знакомство с новыми людьми, это, как это можно сказать, флиртуя. Вообще я хочу быть полезным обществу. Потому что, сидя в декрете, я поняла, что у меня очень много энергии, и мне некуда ее направить. Нужность именно в плане нужности для города. И моя любимая тема – это касаемо недвижимости. Много людям познакомиться, много с кем познакомиться. Я наконец-то узнал, кто они такие, знаменитые люди.
В проекте мне очень нравится, конечно же, задание, потому что задание мобилизирует столько сил и возможностей. Поиск и нахождение контактов, людей, личностей, независимо от того, человек знаменитый, либо не знаменитый. Ну, сама идея проекта очень классная. Развивать блогинг. Больше всего нравится общение, знакомства, какие-то новые мероприятия. Главный приз даже. Ну, не знаю, что... Круто то, что люди поддерживают нас. Потом с этим опытом и с этими знаниями нам жить, и мы можем стать вообще крутыми людьми. Вот такие нешуточные страсти происходят у нас на нашем социальном шоу-проекте «Битва блогеров». На этом все. С вами был Максим Пилигрим. Ставим лайки, подписываемся на канал, рассказываем всем друзьям и следим за новостями.